أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا. قرآننا يروي الفضائل قصة Женщины при дворе фараона. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, мои братья и сестры, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Я прошу Всевышнего Аллаха принести нам пользу посредством этой передачи. История о человеке, который вошел в историю как один из людей, больше всех проявлявший куфр во Всевышнего Аллаха. Мало того, этот человек говорил тем, кто был вокруг него, и людям, которыми он правил, что он их высочайший Господь. И ради этих убеждений он также убивал людей. Это был один из домов несправедливости и тирании, неверия и куфра. Этот человек убивал детей в их колыбелях. Он убивал мальчиков и оставлял в живых девочек. Он порабощал людей и говорил им: «Я ваш высочайший Господь». Каким был дом его изнутри? Что касается того, что было внутри, то некоторым членам его семьи Аллах внушил в сердце веру. И тот, у кого появилась вера в сердце, это был самый близкий к фараону человек. Кто же это? Это его жена. У жены фараона вера была в сердце. Ведь она лучше всех других знала фараона. Она знала, что он лжец и обманщик. Этот человек не может быть Господом. Он справляет свои естественные потребности, спит, устает. Человек с подобными слабостями, как он может быть Господом людей? Она знала о его лжи и обмане. Она знала, что у Вселенной обязательно должен быть Создатель. Когда она увидела Мусу, мир ему, и то, как он дискутировал с фараоном, когда она увидела его брата Харуна, какими красноречивыми и ясными были слова, которые они говорили, когда она увидела знамения Мусы, алейхиссаляту вассалям, она окончательно убедилась, что истинное божество — это Господь Мусы и Харуна. Вначале ситуация была трудной, но когда вера заполнила ее сердце, она устроила очную ставку с фараоном. Она сказала ему: «О, фараон, поистину я не верю в тебя». Он сказал: «Что?» И она повторила: «Я не верю в тебя, и мне все равно, что будет». Как жена осмелилась сказать ему такие слова? Это слабая женщина, которая знала, насколько силен фараон, и то, что он может сделать с людьми, как он убивает людей, которые даже не совершили никакого преступления. Он считал позволительным проливать кровь детей, и если он убивал детей, что можно сказать о взрослых и о собственной жене?
Она сказала: «Я не верю в тебя, о фараон». И она знала, что эти слова повлекут за собой ужасные последствия. Ты первая госпожа в обществе. Под тобой слуги, свита, дворец, самый лучший и прекрасный дом, тот, в котором живет жена фараона. Она госпожа, первая леди, потому что является женой правителя. Она владеет слугами, свитой, одеждой, едой и блаженством. Она знала, что потеряет все это, но ей было все равно. «Я не верю в тебя, о фараон». «Что ты говоришь? Ты не веришь в меня?» «Да, не верю». «А в кого ты веришь?» И она ответила: «Я уверовала в Господа Мусы и Харуна». Это были самые тяжкие слова, которые услышал фараон. Когда подобное говорили Муса и Харун из Бану Исраиль, это было не так мучительно, но когда это говорит его жена, говорит, что уверовала в Мусу и Харуна, для фараона это была катастрофа. И мы даже не можем себе представить, насколько сильно разозлился фараон на эту бедную женщину. И что бы он с ней ни делал, она не обращала на это внимания. Почему? Потому что она уже уверовала в Аллаха. Для человека, который верит в Аллаха, все неприятности кажутся незначительными. О, если бы у тебя все было хорошо, даже если жизнь горька, о, если бы ты был доволен, хотя люди гневаются, о, если бы то, что между тобой и мной процветало, а то, что между мной и людьми было разрушено, если твоя любовь правдива, то все кажется незначительным, и все, что над землей, лишь пыль и прах. Она сказала свои слова, не заботясь о том, что будет потом. Легко описать эти слова, но на самом деле эта ситуация была крайне тяжелой. Фараон был таким человеком, он был скверным, несправедливым. Фараон возгордился на земле. Аллах сказал: «возгордился». Фараон и его войско возгордились и считали себя лучше других. Гордость, высокомерие, насилие над людьми. Но над ним был тот, кто мог их всех победить. И вот после всего этого перед ним стоит слабая женщина. Она получила все, о чем можно только мечтать в этой жизни. «Я не верю в тебя, а верю в Господа Мусы и Харуна». Он начал с того, что ее стали избивать. Она не обращала на это внимания. Он истязал ее, он мучил ее, но она терпела. Он приказал стражникам: возьмите ее в пустыню и привяжите ее там. И мы все знаем, какая температура бывает в Египте, в пустыне, насколько силен солнечный жар. И вот ее привязали в пустыне к 4 колышкам. Я Аллах. После того, как она была первой леди, после того, как она имела столько слуг, после того, как жила во дворце, в почете и уважении, она привязана к 4 кольям, как рассказал об этом Ибн Аббас. Ноги и руки были привязаны к 4 кольям, в пустыне, без воды и еды. К ней пришел фараон. Он не хотел ее убивать из-за проблем с репутацией, которые начнутся, если люди узнают о ее вере. «Ты отступаешься от своей веры?» Она ответила: «Нет, не отступаюсь». Он хотел пытать ее и дальше. Возможно, она откажется от своих слов, но он не знал, что в ней была вера. Перед ее верой раскололись бы массивные скалы. Она сказала: «Клянусь Аллахом, мне все равно, что ты сделаешь». Тому, кто терпит ради Аллаха, Аллах поможет. Представьте себе эту женщину в пустыне. Мимо нее проходит время, проходят часы. Час, 2, 3, целый день. Целый день она провела под солнцем. Наступила ночь, а вместе с ней холод. Наступил 2-й день, без воды и еды, в связанном состоянии. К ней снова пришел фараон. «Неужели ты до сих пор говоришь, что не откажешься от своих слов?» Она сказала: «Клянусь Аллахом, моя вера стала еще больше». Посмотрите на этот иман. Это не тот иман, который у некоторых людей сегодня, которые обольщаются деньгами и готовы продать за них душу. Из-за малейшего испытания человек оставляет дааваты людей. Нет, эта женщина терпела. Таково терпение. А за то, что они проявляли терпение, он воздаст им райскими садами и шелками. Воздаяние за терпение рай. Путь к раю выслан неприятными вещами. Он не выслан коврами, и на нем нет аплодисментов. Он пришел и на другой день. «Что ты скажешь теперь?» Она ответила: «Я еще больше убедилась в своей правоте. И я не верю в тебя, фараон. Я уверовала в Господа Мусы и Харуна». Следующий день пыток также не принес фараону пользы.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون جعل الله Аллах сделал эту женщину примером. Примером не только для женщин, но и для мужчин нашей уммы. Жена фараона – пример для подражания всем нам. Я говорю тем, кто меня сейчас видит. Жена фараона – пример для подражания уммы Мухаммада. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Находясь в таком положении, она простирала руки к небу. Нет, конечно же, не руки. Она обращалась своим сердцем к небу и сказала: «Господь мой». Она сказала: «Господь мой, возведи для меня дом в раю возле Тебя». Первое, что она попросила, это быть рядом с Аллахом. Она сказала: «Господь, я хочу дом». Я оставила дворец, постель, ложе, шелка, блаженство. Я все это оставила. Почему? Потому что я хочу дом. И где должен быть этот дом? В раю. Рядом с Тобой, о Господь. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. И это было второе дуа, вторая просьба. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Она попросила у Аллаха две вещи. Я хочу дом в раю возле Тебя, о Господь. И второе, спаси меня от фараона и тех несправедливых людей, которые вместе с ним. Фараон пришел и на следующий день. Ее убивал голод и жажда. Жара и усталость. Ты отказываешься от своих слов. Никогда. У нее лишь прибавилось решимости и уверенности. Такова была ее стойкость. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Фараон сказал: «Возьмите большой камень, поднимите его на вершину горы и сбросьте его на нее». Во времена фараона они могли поднимать целые скалы, камни наверх, на пирамиды. Поднимите этот камень наверх и сбросьте на нее, чтобы он разбил ей голову. И когда этот большой камень подняли на вершину, жена фараона сказала: «Спаси меня от фараона и его деяний, и спаси меня от несправедливых людей». Этот огромный камень скинули, но Аллах, велик Он и славен, спас ее. Но ведь она была связана. Еще до того, как скала упала на нее, Аллах показал ей дом в раю и забрал ее душу. Ее душа была забрана в полном покое еще до того, как скала попала на нее. Господь велик Он и славен спас ее от фараона и его деяний и спас ее от несправедливых людей. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, перечислял 4 женщин, являющихся госпожами миров, он сказал: Марьям, дочь Имрана, Асия, жена фараона. Затем он сказал: Хадиджа бинт Хувейлид и Фатима бинт Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Эта женщина была примером и образцом для верующих людей в вере, в своем терпении и стойкости. У нас есть другая история, произошедшая в доме фараона. И случилось нечто другое. Была другая неожиданность. Так что же это за история? После небольшой паузы я расскажу вам об этом. Другая неожиданность, которая случилась в доме фараона, в его дворце, первой была его жена, которая была убита, и она проявляла терпение до последнего момента своей жизни. Но была и другая женщина, которая уверовала во Всевышнего Аллаха. Кто может поверить человеку, который заявляет, что он высочайший Господь? Кто может поверить человеку, который поклоняется коровам или деревьям? Кто может поверить фараону? Кто же уверовал на этот раз? И это тоже женщина, служанка, работающая во дворце. Кем она работала? Она была парикмахершей дочери фараона. Она находилась во дворце только ради этого. Она причесывала дочь фараона. Эта женщина работала во дворце и на заработанные деньги кормила своих малолетних детей, за которыми не было никого, кроме Всевышнего Аллаха. У них никого не было.
Фараон нанял ее и считал, что она уверовала в него, как и остальные люди. Но она верила в Аллаха и не верила в фараона. У нее были маленькие дети, которых она кормила каждый раз, как приходила к ним ночью. Она скрывала свой иман, и ее вера была ее секретом. В один из дней она причесывала дочь фараона, и гребень упал из ее рук. Она опустилась, чтобы поднять гребень, и нечаянно сказала «Бисмилля». Кто же ее услышал? Дочь фараона. Она была скверной женщиной, как и ее отец. Дочь фараона посмотрела на нее и спросила: «Что ты сказала?» «Какое-то странное слово». Она ответила: «Бисмилля», с именем Аллаха. Дочь фараона спросила ее: «Под словом Аллах ты имеешь в виду моего отца?» Она сказала: «Нет, Аллах – это мой Господь, и твой Господь, и Господь твоего отца. Аллах – Господь миров». Та стала угрожать ей: «Я расскажу отцу». Она ответила: «Делай, что хочешь, хотя мы и скрываем наш иман, но когда-нибудь нам все равно придется обнародовать его. Пусть все люди узнают, мне уже все равно». Она рассказала отцу, и он рассердился. «Как это? Она работает у меня и не верит в меня? Приведите ее ко мне». Он обратился к ней. «О парикмахерша». Она осматривалась. Представьте, мечи, кнуты, кровь детей, которая ежедневно проливается у него. Она вошла, и в ее сердце была вера, благодаря которой она никого не боялась. Фараон сказал: «Парикмахерша». Фараон спрашивает ее: «У тебя есть другой Господь помимо меня?» Она отвечает: «Да». Он спросил: «Что?» Она сказала: «Да, это мой Господь и твой Господь, Аллах, Господь миров». Фараон не убил ее. А вы знаете почему? Если он убьет ее, ей будет легко это вынести. Он захотел ее наказать. Самым слабым местом женщины всегда являются дети. Он отдал приказ: «Приведите ко мне ее детей». Представьте теперь следующее зрелище. Женщину держат у фараона, а солдаты отправились к ней домой, чтобы забрать ее маленьких детей. Когда дети услышали стук в дверь, они ждали, что придет их мать. Представьте себе это сейчас. Маленькие дети. В дверь сильно стучат. Возможно, они выломали дверь. Военные зашли. Дети кричат и плачут. «Где наша мама?» Несчастную мать держат во дворце фараона. Военные волокут за собой детей. Представьте себе, как они могли их волочь. Возможно, они били их, тащили, пытали. Теперь представьте, в каком положении оказались дети, как они сильно плакали. Представьте себе это зрелище. Служанка жены фараона сидит во дворце. Ее связали. И вот военные приводят ее детей. Я Аллах. Сейчас это самое тяжелое зрелище. Дети зовут кого? Свою мать. А мать смотрит на своих детей. Если бы фараон убил мать, то это было бы просто. «Убей меня, разрежь меня на куски, сожги меня огнем, но не трогай моих детей». Клянусь Аллахом, это очень тяжело вынести. И вот военные вводят ее детей. Они зовут на помощь свою мать, а мать не может к ним даже подойти. Дети плачут, кричат, и также не могут подойти к своей матери. Только представьте себе это зрелище. Посмотрите, насколько скверным и мерзким человеком был фараон. Он не просто убил их. Он приказал принести большой котел. Так делали в древние времена. Котел наполнили кипящим маслом и разожгли огонь. Вы только представьте себе это зрелище. Представьте себе, как мать смотрит на все это и не может подойти к своим детям. И дети не могут подойти к ней, а масло в котле уже кипит. Фараон снова спросил: «Есть ли у тебя Господь помимо меня?» Она ответила: «Да, я не верю в тебя. Я уверовала в Аллаха». Как же сильна эта вера. Какая уверенность и убежденность в ее сердце. Какое терпение проявила эта женщина. И вот фараон начал с первого ребенка. Представьте себе, ребенок звал на помощь свою мать. Остальные дети смотрели на происходящее, а мать, что же она может сделать? Возможно, в их шариате было запрещено под принуждением делать вид, что ты отказываешься от своей веры, от своей религии. Мать смотрит на своего ребенка, его забирают, и он еще жив. После этого его опускают в котел. Я Аллах. Просто представьте себе это. Вы можете себе это представить? Что ты чувствуешь, когда на тебя падает капля кипящего масла? А теперь представьте, как масло кипит, и в него кидают ребенка на глазах его матери и братьев. И вот первый ребенок стих после того, как заживо сварился в котле. Теперь второй ребенок. Это еще хуже, чем в первый раз. Второй видел, что случилось с первым. Сердце матери разрывается.
Каждое мгновение ее сердце готово разорваться. Клянусь Аллахом, если бы она была убита, то это было бы просто и показалось бы незначительным. Но ее дети – это хуже, чем если убивают ее саму. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Да, именно это их единственное преступление. Второй ребенок, третий ребенок, и вот все ее дети убиты. Их тела всплыли в масле. Сейчас осталась только мать. Ее должны сварить в масле, как и ее детей. Каково же их преступление? وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Это их самое большое преступление. Сейчас наступила очередь матери. Все. После ее детей для нее уже все не так страшно. Когда ее приволокли к котлу, она обратилась к фараону с просьбой. Люди смотрят на все происходящее, и это удивительное зрелище. Вершина несправедливости и насилия. Женщина воззвала к фараону. «Можно мне попросить кое-что у тебя?» Он сказал: «Пожалуйста, чего ты хочешь?» Фараон подумал, что она откажется от своих убеждений, что сейчас она испугалась. Фараон так думал. Но она сказала: «О, фараон, когда ты сожжешь меня, я прошу тебя, чтобы мои кости и кости моих детей были собраны в одном саване. В этом мире ты лишил нас возможности быть вместе. В этом мире мы были разделены. Так не разделяй нас в ахирате. Собери меня и моих детей в одном саване и похорони нас вместе». Фараон удивился. Он сказал: «Хорошо, это твое право на нас. Ты заслужила это. Ты заслужила, чтобы твоя просьба была выполнена». После этого ее кинули в масло к ее детям. История закончилась? Нет. История не закончилась. Сейчас мать убита, и убиты ее дети. Через 1000 лет наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в ночь Аль-Исра валь-Ми'радж вместе с Джибриилем. И это история ночного вознесения. Когда он был на небесах, он почувствовал приятный запах. Он ощутил этот аромат в небесах, когда он проходил 7-е небо. Он сказал Джибриилю: «О, Джибрииль, что это за прекрасный аромат?» Он ответил: «Это аромат парикмахерши, дочери фараона и ее детей. Они не умерли. Все выглядело так, как будто они были убиты». ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. Они не мертвы. Все выглядело так, как будто они умерли. Но они даже не почувствовали боли. Потому что благая и успокоившаяся душа выходит подобно капле, падающей из горла бурдюка. Встречают ангела Аллаха, обвертывают в райский саван, затем поднимают к небесам, и там они пребывают в наслаждении вплоть до судного дня. Почему? Потому что такова была их стойкость. Таким было их терпение, которое не пропадет у Всевышнего Аллаха. إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Та женщина, жена фараона, и эта женщина, парикмахерша дочери фараона, это те, которых Аллах привел нам в пример. И мы должны следовать за ними. Если женщина могла терпеть подобное, то что можно сказать про мужчин? Разве не сказал Абу Суфьян, отвечая Ираклию, что сподвижники Мухаммада не отрекаются от своей религии? И что сказал ему Ираклий? Он был ученым человеком, хоть и христианином, но он обладал пониманием. Он сказал: такова вера, если она смешается с сердцами.
Если у человека есть в душе вера, его можно даже пилить пилой. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что среди тех верующих, которые были до вас, был человек, и пилили ему голову пилой, и так разрезали его на две части. Просто представьте себе, пила была не такой, как в наши дни, нет. Деревянная пила. Они загоняли железо ему в тело между мясом и костями, но это не могло отвратить их от религии. Каждый раз, когда беды у человека усиливаются, Аллах возвышает его положение, которое он займет у него в судный день. Аллах возвышает его положение, которое он займет в судный день. Правильно. Они были испытаны, но конец был таким, что их встречали ангелы у райских садов. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Клянусь Аллахом, когда в судный день люди, жившие в благополучии, которых не коснулись беды в этом мире, придут и увидят награду тех, кто был испытан, они начнут желать, чтобы в этом мире их щипцами разрывали на мелкие куски. И все из-за огромной награды, которую они увидят в судный день, тем, кого Аллах испытал в их религии. Терпение. И каково же было их терпение? Это образцы верующих людей того времени. Проявляйте стойкость в своей религии, и вы встретитесь у Господа миров. Продолжим на следующей серии, и я прощаюсь с вами. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.